Недавно мировое сообщество потрясло обращение уйгуров, находящихся в лагере для беженцев в Таиланде, которые рассказали о том, что им пришлось пережить за последние 7 лет для того, чтобы избежать гонений со стороны Китая. Репортеры радио «Свободная Азия» посетили офис главы азиатского отдела Международной организации по мониторингу прав человека Софии Ричардсон. На вопросы о положении уйгуров, находящихся в Таиланде, Ричардсон ответила, что организация назначила 2 сотрудников для наблюдения за положением уйгуров, которые сообщили, что несмотря на требования Китая, правительство Таиланда не собирается выдавать их, так же как не собирается отпускать на свободу вопреки давлению США. Софи Ричардсон также сообщила, что в момент, когда коронавирус представляет угрозу для всего мира, организация ищет пути оказания помощи уйгурам и ставит перед правительством Таиланда жесткие требования. 2 марта в возрасте 87 лет ушла из жизни известная исполнительница народных песен, талантливый деятель искусства и любимица уйгурского народа Айтурган Хасанова. Айтурган Хасанова, родившаяся в 1933 году в городе Куджа, переселилась в Среднюю Азию, так же, как и другие деятели искусства, бежавшие от репрессий коммунистов в 1962 году. Начиная с 1970 года Айтурган Хасанова работала в уйгурском отделе государственного телевидения Узбекистана и внесла весомый вклад в сохранение 12 уйгурских мукамов. Айтурган Хасанова, исполнившая десятки песен и произведений, заслужила народное признание. Гостем конференции, организованной Уйгурской академией при содействии нового клуба университета Карабюк и филиалом фонда турецкой молодежи, стал преподаватель столичного университета имени Хаджи Байрама Вели профессор Абдурашид Джалил Карлук, который подробно осветил религиозную, экономическую и культурную жизнь уйгуров. Отметив, что в Восточном Туркестане добывается свыше 130 полезных ископаемых, Абдурашид Джалил Карлук сделал следующее заявление. Это составляет 83% добываемых минералов в Китае. Имеются большие запасы меди и золота. Из-за огромных запасов нефти Восточный Туркестан был назван Кувейтом 21 века. Уйгурский регион имеет стратегическое значение. Напомнив, что эти богатства являются основной причиной оккупации Восточного Туркестана, Карлук сообщил, что с начала 90-х годов китайские власти начали политику ассимиляции и изменения демографической структуры Восточного Туркестана. В результате данной политики, в противовес растущему благосостоянию китайцев, экономическое положение коренного населения уйгурского региона заметно ухудшилось. 97% жителей Урумчи и других важнейших городов Восточного Туркестана стали составлять приезжие китайцы. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения выразил обеспокоенность ситуацией с эпидемией коронавируса в Японии, Южной Корее, Италии и Иране. Согласно отчету организации, количество инфицированных в 62 странах достигло 92 315. Из них 80 тысяч в Китае, 5186 в Южной Корее, 2336 в Иране и 2036 в Италии. Число жертв смертельного вируса составило 3131. Помимо Китая, самый высокий уровень смертности из-за коронавируса был зафиксирован в Иране и Италии. Количество летальных исходов в США составило 9. После заседания Исполнительного совета Международного олимпийского комитета, состоявшегося в швейцарской Лозанне, было объявлено, что Олимпийский комитет будет следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по вопросу проведения Олимпиады в Токио. Наряду с Дальним Востоком из-за эпидемии коронавируса во многих странах мира были отменены или отложены спортивные мероприятия. Окончательное решение о проведении Олимпийских игр в Токио еще не определено. Глава Олимпийского комитета Японии Сейко Хасимото заявил, что Олимпийские игры, которые должны пройти в Токио, могут быть отложены до конца года.